فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. الحمد لله. Хвала Аллаху, Господу миров! Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что наш господин Мухаммад – его раб и посланник. О Аллах, благослови и приветствуй миром нашего господина и любимца Мухаммада, его семью и сподвижников. О рабы Аллаха! Я завещаю вам и своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха. Бойтесь же Его и повинуйтесь Ему, ведь поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Уважаемые мусульмане! Сегодня мы расскажем о важности внешней чистоты в исламе и о том, какое внимание этой теме уделено в нашей религии. Верующий должен быть чист как внутри, так и снаружи. Всевышний Аллах повелел нам очистить свои сердца от зависти, взаимной ненависти, высокомерия и тщеславия. Это большие грехи, которые губят наши сердца и нашу веру. Подобно чистоте сердца, верующий должен заботиться и о внешнем своем виде, и чистоте своего тела, и одеяния. Всевышний Аллах и его посланник, мир ему и благословение Всевышнего, побуждают нас соблюдать чистоту и сообщают о ее важности в жизни мусульман. Молитва верующего не будет действительна, если на его одежде или месте, где он молится, находится грязь. Всевышний говорит: поистине, Аллах любит кающихся и очищающихся. Господь миров любит того, кто ответственно подходит к очищению перед намазом, соблюдает гигиену дома и среди общества и следит за своим внешним видом. Как мы знаем, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, находился в пещере Хира, к нему спустился ангел Джибриль, мир ему, с писанием от Аллаха, из-за чего пророк впал в тяжелое состояние и почувствовал сильный зной. Тогда Господь миров ниспослал следующие аяты: «О завернувшийся, встань и предостерегай, наставляя людей на истинный путь. Господа своего возвеличивай и одежды свои очищай». Так, одним из первых повелений Всевышнего своему посланнику являлось соблюдение чистоты. Чистота – это признак совершенной веры человека. Вера никогда не будет полноценной, пока человек не будет соблюдать чистоту, хоть он и будет считаться верующим, подтвердившим все 6 столпов веры. Любимец Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, указал на то, что чистота из веры, а также сказал: «Поистине, ислам чист, так соблюдайте же чистоту». Также он сказал: одно из проявлений достоинства и великодушия мусульманина перед Аллахом – это чистота и довольство малым. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сообщил: «Поистине, Аллах прекрасен и любит прекрасное, щедрый и любит щедрость. Так соблюдайте же чистоту в своих домах и не уподобляйтесь иудеям». Верующему не подобает бросать мусор из машины, разводить грязь на улицах, в реках и вблизи мечети. Он должен стыдиться опускаться до таких низостей после того, как Всевышний Аллах возвысил его посредством ислама. Мы настоятельно призываем верующих соблюдать чистоту в нашей прекрасной республике и проявлять благодарность Аллаху за эту милость. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывает, что во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, был один человек, мужчина или женщина, который чистил мечеть. В один день, войдя в мечеть и не застав этого человека, пророк спросил про него своих сподвижников. Когда они сообщили ему, что тот умер, посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, упрекнул их за то, что они не сообщили это раньше. Он отправился к могиле этого человека и совершил над ним заупокойную молитву прямо перед его могилой. Какое же высокое место занимал этот человек, раз посланник Аллаха сам отыскал его могилу и совершил над ней молитву. Таково воздаяние пророка тому, кто заботился о мечетях, чистил и убирался в них. Господин всех творений говорит: вера имеет более 70 ответвлений. Наилучшие из них – слова «нет божества, кроме Аллаха», а наименьшее – устранение с дороги того, что мешает проходить людям. Из этого мы узнаем, что загрязнение улиц и дорог и разведение мусора среди общества противоречит принципам верующего человека. В завершении проповеди приведем один хадис, указывающий на важность и высокое место чистоты и благонравия в исламе.
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, говорит: «Поистине, самыми любимыми и близкими из вас ко мне в судный день окажутся те, кто обладают наилучшим благонравием». Обратите внимание, что он не назвал много молящихся, раздающих закят, много постящихся или совершающих хадж и умру. Нет, он назвал людей, у которых прекрасный нрав. Поэтому каждый из нас имеет возможность обрести это качество и в судный день оказаться рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего. Соблюдение чистоты – это великое поклонение и красивый нрав, а также причина, по которой Аллах благословляет и бережет местность. Поводом данной проповеди послужило то, что я обнаружил, что некоторые места нашего города подверглись загрязнению. Этот город дважды был реконструирован и приведен в настолько чистый вид, что, казалось бы, он вообще не пострадал от войны. Но увиденное мной незадолго привело меня в разочарование и подтолкнуло выступить с данной проповедью. Наш глава неустанно призывает жителей республики соблюдать чистоту и порядок в обществе. Прекрасным примером для нас служит братский Узбекистан. Когда мы посетили эту республику, в частности Ташкент, Бухара и Самарканду, то были поражены ее чистотой и убранством. Ни одной грязи или мусора ни на улицах, домах, общественных местах. Пусть Всевышний Аллах очистит наши сердца, одарит нас чистотой и укрепит нашу веру.